Добрый день. Татьяна Валерьяновна, вы идете, да? Я уже начинаю, пытаюсь начать. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы вас приветствуем от всей души. Поэтому мы сегодня с вами начинаем вебинар, который был запланирован по просьбе вас, по просьбе Светланы Николаевны Штыкляйн. Я хочу представить вам Галину Васильевну Дейнека. Это руководитель детского сада номер 107 города Сыктывкара. Этот детский сад является нашей республиканской страшилочной площадкой. Детский сад является абсолютным победителем конкурса «Лучший детский сад года» 2015. Галина Васильевна очень опытный, очень грамотный руководитель, поэтому я думаю, что она расскажет вам основные мысли, которые вас волнуют, и вы можете задавать ей вопросы, насколько я поняла, посредством чата. Да? Поэтому вы пишите свои вопросы, Галина Васильевна с удовольствием на них ответит. И, уважаемые коллеги, если будет потом желание, мы можем сделать так, чтобы Галина Васильевна приехала к вам в Инту, может быть, какие-то обучающие вещи для руководителей города Инты провела. Но это уже потом мы с вами спишемся. Поэтому я желаю вам хорошей работы, всего самого лучшего. Инте огромный привет, и пусть все у вас будет хорошо. Всего доброго. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, Татьяна Валерьяновна, меня уже представила, директор детского сада номер 107, Дейнека Галина Васильевна. Немножко расскажу о детском саде, и потом уже перейдем непосредственно к нашей теме. Значит, детский сад 107, многие из вас, не многие, но некоторые знают, потому что, посмотрев свои записи, я увидела, что к нам приезжали коллеги в 2011 году, в 2013 году. Детский сад 1, 32, 28, 30 детский сад. Поэтому мы с вами уже с некоторыми заочно знакомы. И тогда вы к нам приезжали, когда мы работали одним корпусом. Сейчас у нас произошли большие изменения. Мы работаем двумя корпусами в 2013 году. Мы расширились очень значительно. Поэтому, в общем-то, вопросы, которые мы сегодня затрагиваем, они очень актуальны и для нас, и для вас. Ну, что я могу сказать про детский сад? Буквально в нескольких словах, как Татьяна Валерьяновна сказала, потому что мы, в общем-то, не стоим на месте, постоянно развиваемся, ищем какие-то новые возможности, ищем новые этапы, проекты у нас идут интересные. Ну и поэтому, в общем-то, детский сад и является, в общем-то, таким статусным в городе Сыктывкаре, в республике, даже в России. Но самые такие значительные наши вехи, которые я хотела бы озвучить, чтобы вы понимали, насколько, в общем-то, мы работаем инновационно, много различных направлений деятельности в своей работе реализуем. То, что мы стали абсолютным победителем республиканского конкурса «Лучший детский сад года», победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий организации России», обладателем национального сертификата «Лидер экономики». Уже на протяжении нескольких лет мы являемся ведущим образовательным учреждением в России. Это 15, 16, 17 год. Кроме этого, мы сейчас прошли сертификацию на 3 года по соответствию требованиям международных норм и российского законодательства по качеству и надежности оказываемых услуг и включены в реестр «Лидер отрасли». Буквально вчера мы получили награду, серебряную медаль за участие в международном конкурсе оригинальных идей, перспективных инициатив, эффективного опыта обучения, воспитания, развития и социализации подрастающего поколения в современном мире, конкурс «Надежды планеты». Поэтому такие награды, они для нас очень значимые и, конечно, позволяют нам стремиться к дальнейшей совершенствовать дальнейшую свою работу. Так, я на что должна нажать? Не вижу. Ага. Как я уже сказала, что детский сад у нас изменился, если бы у нас когда-то были. Поэтому
Возникает очень много вопросов. У нас изменились условия в детском саду, у нас изменился педагогический состав. Мы делаем уже сейчас ставку на молодых специалистов, ну и, конечно, на творчество, на творческих людей и на тех, которые могут реализовать в себе новые современные этапы, проекты развития. Но так конкретизирую, потому что для всех у нас основным целью деятельности это осуществление образовательной деятельности является, и предмет деятельности реализация основной образовательной программы. И как у всех у нас точно так же идут основные виды деятельности, да, и иные виды деятельности. Это то, что вот мы сегодня в большей степени, наверное, будем рассматривать. Иные виды деятельности. Те, которые закреплены в уставе, которые позволяют нам осуществлять работу по оказанию платных образовательных и иных услуг. Вот, иные виды деятельности в каждом учреждении могут быть прописаны совершенно разными. Вот в нашем уставе прописаны вот такие виды деятельности. Это реализация дополнительных общеразвивающих программ, участие в целевых программах, конкурсах, грантах, оказание платных услуг населению, организация концертной досуговой деятельности, организация присмотра за детьми в вечернее, дневное время, выходные и праздничные дни, организация педагогического обучения родителей, организация летнего отдыха детей, сдача в аренду муниципального имущества, прокат спорт-инвентаря, оказание услуг по организации питания иным организациям. Если взять вот эти иные виды деятельности, то практически мы все их в своей работе применяем. Реализация дополнительных общеразвивающих программ у нас идет в рамках дополнительного образования и в рамках основной образовательной программы, вернее, скажем так, за счет субсидии на выполнение муниципального задания. Эти программы у нас реализуют педагоги дополнительного образования, которые работают по театрализованной деятельности и по обучению немецкому языку. Бесплатно. Они включены у нас в учебный план и разработаны, ну, как требования к структуре основной образовательной программы и дополнительной общеразвивающей программы. Мы участвуем в целевых программах, конкурсах и грантах. Вот буквально сейчас мы готовим конкурс на грант для получения средств и развития, дальнейшего развития такого направления деятельности, как консультационный центр в детском саду. Основную работу по дополнительным услугам мы оказываем в рамках оказания платных услуг населения, организации концертной досуговой деятельности, организации летнего отдыха детей и оказания услуг по организации питания иным организациям. Мы уже не первый год сотрудничаем с частным детским садом и предоставляем им питание. То есть в рамках, конечно же, договора и соответствующих нормативных документов. Я хочу сказать, что для того, чтобы организовать платные образовательные услуги, конечно, без них сейчас очень трудно жить. Я так поняла, что Татьяна Валерьяновна сказала, что у вас эта деятельность как бы не очень налажена. Но мы такую работу ведем уже давно, практически уже больше 10 лет. Поэтому у нас уже сложился какой-то определенный стиль работы, какие-то определенные подходы. Поэтому, ну, если они подойдут для вас, я буду очень рада. Если нет, значит, вы что-то сами подумайте, потому что нормативная база есть, и все это можно посмотреть. Для того, чтобы проводить платные услуги в нашем детском саду, созданы условия для этого. Вот. Это у нас и музыкальный зал, и физкультурный зал, и сенсорная комната, кабинет развивающего обучения, методический кабинет, библиотечно-информационный центр. Конечно, условия в детских садах разные. Когда мы работали одним корпусом, маленький детский сад, я вам хочу сказать, что 6-групповой, тогда еще был 5-групповой детский сад, оказание платных услуг затрудняло, потому что нужно найти помещение. С открытием второго корпуса у нас возможности прибавились, и мы оказываем очень широкий спектр платных услуг для родителей, буквально, в общем-то, начиная с 2-3 кружков, у нас их более 20 на сегодняшний день. И хорошо, что сейчас санпины, которые действуют с 2010 года,
они позволяют использовать спальные помещения. Поэтому мы тоже используем спальные помещения, где возможно, меняем мебель и проводим кружки, различные занятия в спальных помещениях. Это тоже как бы один из выходов по оказанию платных услуг. Вот если вы увидите на следующем слайде, у нас очень много детей разных возрастов. Всего вот у нас 415 детей, дети разных возрастов, начиная с 1,5 лет. И все возраста, все группы, все дети охвачены платными услугами в той или иной степени, в разной направленности. Помимо тех детей, которые посещают наш детский сад, мы оказываем платные услуги для тех детей, которые не посещают детский сад. Это у нас группа идет «Мамина школа», с года до 1,5 лет к нам приходят детки, занимаются совместно с мамой, с ребенком. И также мы оказываем услугу, как вот в рамках организации летнего оздоровительного отдыха. Это организация этнокультурной площадки в летний период, в июне месяце мы начинаем работу для наших выпускников и школьников младших классов. Мы этот опыт в прошлом году опробировали, он у нас успешно прошел. Спрос был, мы работали в 2 смены июнь-июль, и, в общем-то, как бы достаточно успешно, достаточно плодотворно и эффективно. Поэтому, прежде чем начать, конечно, нужно подумать, что вы можете предоставить родителям. Но так как у нас спектр платных услуг достаточно широк, мы создали у себя центры. Центры игровой поддержки, центры детского досуга. Я еще тут отметила оказание по частному детскому саду, еще у нас библиотечно-информационный центр. Не отметила тут на слайде. Но вот если сказать, что, потому что библиотечно-информационный центр, мы только-только начинаем его вводить в свою работу, только-только начинаем его раскручивать, можно так сказать. Вот в рамках центра игровой поддержки у нас проводятся кружки различной направленности, в различных направлениях. Вот, посмотрите, познавательно-речевого развития, в общем-то, всех направлений художественно-эстетического, социально-личностного и физического развития. То есть в общей сложности, вот, как вы видите, большой спектр кружков, которые мы платных услуг оказываем родителям для поддержки ребенка. В рамках Центра детского досуга мы организуем такие виды платных услуг, как организация концертной деятельности, организация досуговой деятельности. Вот в рамках концертной деятельности у нас создан театр взрослых, где у нас принимают участие педагоги детского сада и показывают спектакли для детей. В рамках организации досуговой деятельности мы организуем праздники, дни рождения для детей по заявкам родителям, заключаем договоры возмездного оказания услуг. Организация присмотра и ухода за детьми в выходные праздничные дни мы прописываем, он у нас есть, мы родителям предлагаем, но как бы такого спроса он не имеет. Показ мультфильмов у нас проходит и организация летнего отдыха, вот как я уже сказала, для детей младшего школьного возраста. С удовольствием родители идут, особенно первоклассники, которые вот еще не совсем самостоятельны. Дети находятся у нас с 9 до 18, как раз в то время, когда родители на работе, а дети предоставлены сами себе. Поэтому, в общем-то, этот вот вид дополнительных услуг, он востребован у нас. И вот если вы посмотрите на доходы от платных услуг, я хочу сказать, что это очень большая поддержка детского сада и очень серьезное финансовое вливание, которое обеспечивает нам создание условий как для оказания платных услуг, так и вообще в целом для детского сада. В общей сложности практически около 2 миллионов в год мы зарабатываем от оказания платных услуг населению. Вот. Конечно, львиная доля у нас идет на заработную плату работников. Ну, в связи с, вы знаете, что у нас достижение целевого показателя, это тоже как бы один из возможностей достичь целевой показатель по заработной плате педагогическим работникам. Ну и кроме этого, конечно, поддержка работников иных, имеющих
низкие зарплаты, но принимающих участие в оказании платных услуг. Кроме этого, мы направляем, конечно, средства на поощрение педагогов, на повышение квалификации иных работников, потому что если педагогических работников мы можем отправить на учебу в рамках субвенции, то иные работники у нас проходят только за счет платных услуг, в том числе административно-управленческий персонал, да? Вот, оплата командировок тоже у нас проходит за счет оказания платных услуг, ну и материально-техническое оснащение. Вот в этом учебном году, вот в прошлом, ну, летом, при подготовке к 2017-2018 учебному году за счет оказания нашей летней площадки мы смогли полностью поменять оборудование на пищеблоки, приобрели холодильные шкафы, морозильные лари, в общем-то, делаем какие-то ремонты, и все, в общем-то, благодаря нашим услугам. Результат работы вы увидели, да, я бы как бы хотела сейчас то, что у нас, сравнить, какие дать, ну, наверное, установки такие, что как выйти из некоторых ситуаций, из возможных ситуаций, потому что мы ограничены санитарными нормами и правилами, нам нужно уложиться вот этот вот временной перерыв по организации образовательной деятельности. Как мы вышли из этой ситуации, я вам сегодня расскажу. Вот. Насколько это приемлемо для вас, вы сами решите, потому что у нас этот опыт есть, мы его принимаем, и ну, как бы у нас идет на сегодня. Но целью организации платных услуг это, конечно, вариативность образования, да, и обеспечение потребностей населения в всестороннем развитии детей. Большая работа проводится с семьей по преемственности единства детского сада и семьи. Наши группы, которые мы работаем с детьми, не посещающими детский сад, они помогают нам адаптировать и социализировать воспитанников. Дети, которые идут в наш детский сад, как правило, попадают в наш детский сад, проходят платные услуги, это все близлежащих районов дети. Поэтому как бы уже подготовлены, адаптированы, приходит в детский сад. Но, конечно, привлечение дополнительных источников финансирования. Кроме этого, я бы обратила особое внимание на повышение профессионального мастерства педагога, потому что тут мы работаем с педагогами, которые работают в детском саду и которые приходят даже из других образовательных учреждений, со школ мы работаем, сотрудничаем с бывшими нашими работниками, которые уже на пенсии, но они приходят и проводят платные услуги, продолжая в том же направлении деятельности. Нормативно-правовое обеспечение, я не знаю, зачитывать вам или нет, но, в общем-то, да, оно достаточно объемное, но как раз изучив вот эти вот нормативные документы, вы как раз поймете, что можно и что нужно. Вот. Понятно, что Гражданский кодекс – это при заключении договоров возмездного оказания услуг, это закон об образовании, закон о защите прав потребителей. Главным при оказании платных образовательных услуг, вот я выделяю это всегда, потому что есть платные образовательные услуги и есть просто платные услуги населению. Поэтому вы должны точно определить, что вы будете оказывать: платные образовательные услуги, либо платные услуги населению. Поэтому правила оказания платных образовательных услуг, они распространяются в том случае, если вы реализуете дополнительные образовательные общеразвивающие программы платных образовательных услуг. Да? Гражданский кодекс – это уже услуги населения, договор возмездного оказания услуг. Я привожу тут письма Федеральной службы по надзору в сфере образования Министерства образования и науки, потому что тут идут разъяснения, тоже о соблюдении прав граждан идут. Федеральный государственный образовательный стандарт, который как раз и говорит о том, что необходима вариативность образования, да, и как раз и дополнительные услуги образовательные такую возможность предоставляют. Примерная форма договора в платных образовательных услугах, она тоже определена, ее можно использовать в своей работе при заключении договоров с родителями. Обязательно нужно ознакомиться с методическими рекомендациями, потому что не забывать
указывает то, что должно быть, и там как раз вот это вот письмо, оно и разъясняет, как правильно это сделать, что сделать до заключения договора, что сделать после заключения договора. И я обращаю ваше внимание на письмо Управления по надзору Министерства образования Республики Коми 2014 года о лицензировании образовательной деятельности в части оказания платных образовательных услуг. Потому что они тоже дают разъяснение о том, что если вы оказываете платные образовательные услуги, раз это идут образовательные услуги, значит, они подразумевают программу, дополнительную общеобразовательную развивающую программу, да, ее нужно пролицензировать. А если это развивающие, коррекционные услуги, разовые какие-то услуги, такая деятельность не подлежит лицензированию, поэтому ее лицензировать не надо. Ну и, конечно, устав, потому что если в вашем уставе не прописано, что вы имеете право оказывать такие услуги, вы не имеете такую деятельность проводить. И прежде чем начать, нужно привести в порядок свои учредительные документы. Ну и локальные акты учреждения – это уже когда вы определитесь, будете знать, что, как, кому, в каком объеме будете оказывать, какие услуги пойдут, кто этим будет заниматься. Самым неважными условиями еще, уважаемые коллеги, вот я бы сказала, что это ваша готовность, в первую очередь руководителя, готовность к тому, что вам такая деятельность нужна, потому что, конечно, она требует больших затрат умственных, временных, вас как руководителя, как вдохновителя, наверное, такой деятельности, потому что если готов руководитель, то он всегда найдет команду единомышленников, которая его поддержит, пусть это начнется с малого и приведет к большему, потому что, вот, как я говорю, что мы начинали с 2-3 кружков, а сейчас довели до большого такого объема, мы с этим справляемся, и у нас есть перспективы, у нас есть планы, мы хотим еще некоторые кружки открыть в рамках библиотечно-информационного центра. Вот как раз я хочу сказать, что это библиотечно-информационный центр, то, что мы хотим оказывать услуги по распечатке документов, по передаче документов через электронные носители, по ксерокопированию, сканированию и прочих других услугах, которые занимаются копицентром, но мы можем это сделать на базе учреждения. Стать, скажем так, конкурентами, может быть, подешевле, чем это в копицентрах, но для нас это тоже, в общем-то, не лишние деньги. Конечно, такие услуги должны быть востребованы родителями, потому что мы, когда встречались с коллегами, контингент родителей много, значит, хотят или нет, но сейчас родители хотят, конечно, хотят. Все зависит от цены вопроса, то есть начинать, может быть, не нужно цену какую-то такую выставлять высокую, а такую, чтобы она была приемлемой для родителей. Если она приемлема, родители всегда пойдут на дополнительные эти услуги, начнут детей водить, и постепенно, в общем-то, они к этому привыкнут, и уже будут казаться, что без этого просто невозможно обойтись. Ко мне приходят родители, еще только пришли в детский сад, и уже хотят платные услуги. Мы в ясельном возрасте начинаем их оказывать где-то со второй половины года, когда уже дети адаптируются более-менее к условиям детского сада. Но они хотят прямо сразу и сейчас. Это тоже, в общем-то, такой один из показателей того, что родители хотят, особенно в раннем возрасте, своих детей развивать разносторонне. Ну и, конечно, просмотреть свое ресурсное обеспечение, где вы можете это делать, как вы можете делать, что вы можете для этого сделать, что нужно приобрести, что нужно, может быть, разработать, вот, какие-то методические разработки, программы. Почему я говорю о том, что вот если это идет дополнительно образовательная услуга, то должна быть дополнительная общеразвивающая программа. Если это платная услуга, развивающее занятие, то это может быть просто рабочая программа. Да, если это доступ детей, то это набор сценариев для выбора родителей, который он может выбрать для мальчика, для девочки, как вот у нас сделано, для возраста разного. Поэтому это тоже вот такой наработки, такие они должны быть, должны присутствовать. Конечно, они постоянно, как говорю, эти документы у нас всегда живы, потому что мы с ними работаем всегда, и они всегда корректируются, и всегда вносятся какие-то изменения с учетом уже тех требований, которые предъявляют родители. Ну и, конечно, кто готов вас поддержать, это педагоги.
Если они готовы вас поддержать, 2-3 человека, ну, это уже хорошо. И, конечно, должна быть достаточная мотивация. У нас мотивация одна, это финансовая, возможности поощрить таких педагогов, которые занимаются вот этой вот работой. Ну, а сейчас пошаговая инструкция, я как-то быстро тогда, пошаговая инструкция, которая, в общем-то, наверное, поможет вам, с чего начать, расскажет самое главное. Поэтапно, прям по шагам мы рассмотрим, что нужно сделать и как это делаем мы, как это делали мы. И мы все равно этим занимаемся ежегодно. Просто вам скажу, чтобы для того, чтобы определить спектр услуг на учебный год. Потому что возможности у нас есть, а не все услуги бывают востребованы в учебном году. Поэтому самый первый шаг, самый первый этап – это планирование. Когда вы начинаете планировать, наверное, вот наступает он сейчас. Мы этим начинаем заниматься в марте, в апреле. Вот у нас уже март на подходе, поэтому мы уже сейчас разрабатываем анкетирование, анкеты для родителей, которые нам оценивают те услуги, которые есть на сегодняшний день, и те перспективы, которые они перед нами выстраивают на будущее, что бы они хотели, может быть, еще, либо оставить все так, как есть. Вот. Конечно, маркетинговое исследование, оно подразумевает у нас и анализ среды, то есть среды внешней и среды внутренней. То есть посмотреть, да, насколько ваши конкуренты, соседи готовы, что они могут предложить, чем вы лучше их, чем вы возьмете. То ли вы возьмете ценой, то ли вы возьмете количеством, то ли вы возьмете качеством. То есть это тоже вот одно из таких направлений маркетингового исследования. Конечно, вы должны определить и позиции ваших работников, готовы ли они к услугам. Если не готовы ваши работники, есть ли у вас возможность привлечь других работников, ну, из других образовательных организаций. Потому что, как я уже сказала, мы используем педагогов, которые у нас работали раньше, ушли на пенсию. Мы к ним обратились, они не отказали, они продолжают свою работу. Как у нас педагог-психолог ушла на пенсию, работала с детьми, проводила кружок школы будущего первоклассника, и она до сих пор его проводит. Приходит 2 раза в неделю, с детьми занимается. У нас приходит педагог в кружках хореографии, приходит со школы, из Центра дополнительного образования. То есть приходит у нас, проводит кружок по футболу, секцию по футболу, учитель физкультуры тоже из близлежащей школы. То есть, в общем-то, если наши сотрудники не могут в силу каких-то обстоятельств или не имеют такой возможности, мы привлекаем других организаций. Это тоже как бы вот свое такое анализ вот подготовки маркетинговых исследований, да. Посмотрите, в какое время вы можете проводить, для какое время было бы удобно для родителей проводить кружки. Мы, в общем-то, некоторые моменты проводим и в утренний отрезок времени с 8 часов, да, до 9, какие-то проводим в вечернее время. То есть это тоже все в выходные дни, праздничные дни. То есть все зависит от того, какая услуга и в каком возрасте. Следующий этап – это у нас этап уже цена услуги. Ну, вы знаете, я не знаю, как у вас, у нас есть постановление администрации, главы администрации города, и закреплена предельная цена услуги как раз вот по тем всем направлениям, поэтому у нас мы не можем прыгнуть выше, чем есть. Но, конечно, прежде чем выставлять цену услуги, мы провели анализ других учреждений, подобных услуг, где-то среднюю брали, и уже учитывали такие параметры, как это заработная плата педагога за одно занятие, за одну группу. Вот я вам скажу, что у нас педагог получает за одно занятие, за одну подгруппу 200 рублей. Ну, соответственно, чем больше групп, чем больше занятий, тем больше зарплата педагога. Зарплаты разные, и это все идет у нас на основании, скажем так, табеля, который они предоставляют по выполнению часов. Учитывается при учете стоимости цены это количество детей в группе, предельная наполняемость детей в группе. Мы, в общем-то, берем в среднем 10 детей
предельная наполняемость, но набираем до 15 детей, потому что не всегда дети ходят, и для того, чтобы сбор был, чтобы у нас вот затраты на их оказание, ну, вернее, доходы от оказания услуги превышали затраты на их оказание, мы, конечно, вот этот список фактически, он у нас, скажем так, списочный состав больше, чем фактическое посещение. Это нам дает возможность выполнять вот этот вот как раз совет, обеспечить доходность услуги и обеспечить зарплату педагога. Кроме этого, сюда у нас входит количество групп, площадь кабинетов, перечень расходов. Расходы учитываются те, которые идут непосредственно для организации платной услуги. Это могут быть учебные, канцелярские, это могут быть учебно-методические, игровое оборудование, это может быть физкультурное оборудование, это может быть музыкальное оборудование, то, которое непосредственно вам нужно, которое у вас есть, которое вы хотите приобрести, то, что вы закладываете, да, амортизация оборудования обязательно закладывается, обязательно закладываются расходы, связанные с содержанием помещения, то есть коммунальные расходы. Вот у нас часть оплаты мы оплачиваем за счет коммунальной услуги, за счет платных услуг. То есть это все предусмотрено расчетами. Но я, конечно, могу вот предоставить, как Татьяна Валерьяновна сказала, как мы это делаем. Мы работаем с нашей централизованной бухгалтерией, они нам это все рассчитывают, мы предоставляем. Я сказала, те документы, то, что они у нас запрашивают для расчета цен. Есть методики разные, я думаю, что бухгалтерия это знает. У нас постановлением, вот, как я уже сказала, главы определена предельно и методика расчета по платным услугам. Поэтому тут чисто вот бухгалтерский расчет, но вы должны понимать, что да, цена услуги должна быть такой приемлемой для родителей. И мы когда вот ставим перед собой такую цель, да, чтобы у нас и педагог получил зарплату, и родителям было не накладно, и у нас еще остались деньги на материально-техническое обеспечение, вот на те нужды, которые нужны детскому саду, потому что и на поощрение иным работникам. То есть вы тоже закладываете вот сюда иных работников, потому что это и уборка помещений, да, это и моющие средства тоже, вот когда в расчет не забывайте, потому что они нужны для уборки, нужны средства для оформления документов. То есть вот все то, что вот вы считаете необходимой возможностью, это можно заложить, а потом уже смотреть и тут где-то корректировать, что у нас получится, что получается. Так. Следующий шаг – это второй этап. То есть вот подготовительный этап вы провели, спланировали, какие услуги вы хотите, проанализировав свои возможности, да, просчитали примерно цену услугу, вы уже знаете, родители вам дали, скажем так, социальный заказ, да. Теперь что нужно сделать, чтобы правильно оформить платные услуги? Но провести анализ вот учредительных разрешительных документов. И вот я всегда говорю, что необходимо проанализировать в первую очередь свой устав. Свой устав, какие виды услуг у вас могут быть оказаны и в рамках чего вы будете это делать. Если есть необходимость, то необходимо начать переоформление лицензии. Когда вы прочитаете письмо, вы должны понимать, что письмо Министерства образования Республики Коми, да, определится, что является образовательной услугой, что не является образовательной услугой. И тогда, в общем-то, вы поймете, что вам нужно делать. Либо лицензироваться, либо не лицензироваться. Вот. Платные услуги, не связанные с реализацией образовательных программ, лицензированию не подлежат. При проведении разовых лекций, вот я прямо выдержку делаю из этого письма, коррекционно-развивающих занятий, консультаций, психолого-педагогического сопровождения, логопедической помощи, социальной и иной адаптации образовательные программы не реализуются. И образовательная организация имеет право в зависимости от социального заказа, поставленных целей и задач, самостоятельно принять решение, будет ли она оказывать платные образовательные услуги по реализации образовательных программ или организует работу по оказанию платных услуг. Я вам просто скажу такой свой секрет. Мы не оказываем образовательные услуги в рамках вот кружки все у нас, почему их так много, и почему мы не входим в конфликт с санитарными правилами и нормами, потому что они у нас выведены как развивающие занятия.
и которые не предусматривают реализацию образовательных программ. У нас все оформлено договором возмездного оказания услуг. Поэтому при проверке Роспотребнадзора вы можете выйти на наш сайт. Я просто хочу вам сказать, что вы выйдете на наш сайт, и в основных сведениях, где написано «дополнительные образовательные услуги», вы там увидите сноску «Дополнительные образовательные услуги не оказываются». У нас есть раздел «Платные услуги населению». Вот там вот вы увидите всю информацию по тем платным, необразовательным, да, а платным услугам населения, которые есть, какие кружки в каком корпусе у нас оказываются, какие дополнительные иные услуги мы оказываем родителям. Прейскурант, цена, все это есть вот на сайте в разделе как раз «Платные услуги населения». Поэтому, когда вы же понимаете, что если идет дополнительная образовательная программа, да, она требует учебный план, тут у нас подключаются санитарные нормы и правила, и мы должны в этот промежуток оказания, реализации основной образовательной программы и дополнительной, мы должны все вот это вот войти. Развивающие занятия, они у нас проводятся в вечернее время, в удобное время для родителей. Вот, за рамками реализации основной образовательной программы. Поэтому ни лицензии они не требуют, ни каких-то дополнительных усилий. Конечно, договор возмездного оказания родители у нас уже они это знают, понимают. Во-первых, мы не требуем никаких родители приходят и уходят, то есть программа реализация вот этих вот кружков, развивающих кружков, она как идет, родители желают. Сегодня могут ходить, а завтра могут не ходить. Поэтому как раз вот такой системной работы, которую требует образовательная программа, она не подразумевает. Поэтому мы ее не реализуем. Вот. Для того, чтобы у нас оформление платных услуг, мы должны разработать локальные акты учреждения. Перечень локальных актов я вам дам дальше. Вот, и у нас они идут в самый главный локальный акт. Ну, самый главный документ — это устав, в первую очередь, да, потом уже к нему идут локальные акты. Ну и смотрите, если у вас идут платные образовательные услуги, да, вы уже оформляете документы, договоры в соответствии правил оказания платных образовательных услуг. Если это просто платные услуги, то в рамках Гражданского правового кодекса уже работаете с родителями. Ну и необходимо у нас идти дальше, обеспечить образовательный процесс, определить как раз вот рабочие программы по каждому кружку, они определяют количество часов, количество занятий в неделю. Наши кружки проходят от 4 раз в неделю до 8 раз в неделю, то есть до 8 раз в месяц, 4 раза в месяц, 8 раз в месяц — это 1 раз в неделю, 2 раза в неделю. В зависимости от возраста, в зависимости от тематики, от направленности кружка. Ну и тематика занятий, она должна быть определена. Сколько у вас занятий? Если мы заключаем с родителями договор на учебный год с сентября по май, соответственно, количество занятий просчитываем и определяем. В конце года родители получают акт оказания услуг, который подписывает, что данный договор возмездного оказания услуг он выполнен в полном объеме, либо выполнен частично, но в полном объеме, как правило, потому что оплата кружков, дополнительных услуг, она идет по факту посещения, на основании табеля, по отдельной квитанции, на отдельный коску, ну вот как это там, по бухгалтерскому счету, то есть на отдельный счет у нас. И поэтому мы все это отслеживаем, все это видим, мы можем увидеть, сколько у нас денег есть, сколько денег направлено на зарплату педагогов, сколько у нас осталось. Все это приказами руководителя мы утверждаем. Вот. Обязательно закрепляем за каждым кружком помещение. Закрепляем обязательно предельную наполняемость группы, как я уже сказала, да, и обязательно закрепляем график работы педагогических работников. Педагогические работники детского сада, которые осуществляют дополнительные услуги, оказывают эти услуги не в свое рабочее время. То есть они либо приходят
либо остаются после работы. Иные работники, которые приходят у нас в других образовательных организациях, по договору и в соответствии с расписанием кружков. Вся эта информация доводится до родителей, они знают, когда какой кружок проводит. Если какие-то у нас возникают форс-мажоры, происходит необходимость, заранее предупреждают, родители работают у нас, в общем-то, ответственное лицо. Поэтому тут вот важно все вот эти нюансы учесть, посмотреть, все распределить, чтобы не было накладок, потому что у нас первое время такие накладки были. Дети, некоторые записываются в несколько кружков, и получается, что они должны вот пойти в одно и то же время в разные кружки. Поэтому вот это вот такие нюансы, которые они возникают, решаются в ходе работы, и они у нас идут в расписании как раз кружков и позволяет вот эту деятельность корректировать. Ну, а график работы, то есть нагрузка педагогов, да, мы договор заключаем, что у него нагрузка составляет столько-то рабочих часов, то есть один рабочий час, да, за одной подгруппой, если у него 3 подгруппы, и он работает в месяц 8 часов, проводит 8 занятий, 3 умножаем на 8, 24, умножаем на 200 рублей, вот, соответственно, такая его заработная плата. То есть, когда мы расчет делаем, то мы делаем заработную плату педагога обязательно и не забываем про начисление на оплату труда 32, да, и плюс еще и рентабельность мы тоже должны учитывать в своей работе, поощрение педагогов, надбавки. Вот. Ну и, конечно, определяем вот функционал работника, мы закрепляем конкретно, что он должен, и договором, потому что мы заключаем договор возмездного оказания услуг с педагогом, мы заключаем договор с родителями, да, и мы конкретно прописываем в тех договорах, что мы делаем с родителями, да, обязанности, права как положено, какие права и обязанности у педагога. Вот. Должностные инструкции, они могут быть, если у вас педагоги оказывают, вот, проводят работу по дополнительным общеобразовательным программам, может быть, вы это делаете как бы в рамках трудового договора, вот, но у нас в рамках трудовых договоров мы не работаем, мы работаем с педагогами в рамках договора возмездного оказания услуг в любом случае, потому что это за рамками его основной деятельности проходит. Вот. Поэтому оформление трудовых отношений, как бы договоры мы делаем, практически заключаем каждый месяц, если педагог у нас какие-то изменения идут в расписании или где-то бывает разное, может быть, заболел или что-то, то есть мы конкретно тут уже корректируем работу. Я просто хочу вам сказать о том, что для того, чтобы руководителю очень сложно вот этим вопросом заниматься, да, нужно назначить ответственное лицо. Мы создали, у нас очень большой коллектив, у нас 42 педагога, я, как уже сказала, 415 детей, общий штат около 100 человек. Мы создали службу, то есть мы полностью внесли изменения в структуру управления учреждений. И у нас есть служба маркетинга, которая как раз занимается вот оказанием платных и бесплатных, дополнительных образовательных и иных услуг. То есть вся деятельность по дополнительному образованию лежит на службе маркетинга. И руководитель службы маркетинга, она взаимодействует с родителями, с педагогами, с руководителями кружков и с другими организациями, которые необходимы как раз для вот, осуществления вот этой деятельности. Поэтому тут, конечно, нужно назначить такого человека, который бы за все это нес ответственность, отвечал и, владел ситуацией, изучил нормативно все. Ну и, конечно, прежде чем начать заключать договоры, да, нужно разместить информацию. Но по сайту я уже вам скажу, что это обязательная информация на сайте. Это в разделе «Основные сведения», дополнительные образовательные услуги, они должны быть прописаны в соответствии с нашим законодательством, да, и с требованиями к сайту учреждения. Ну и помимо этого информация размещается в группах у нас, размещается на отдельном стенде. Вот в правилах предыдущей редакции оказания платных услуг там было прям конкретно прописано, что должно быть на стенде. Сейчас этого как бы такого конкретного нет. Ссылка идет вот на пункт 9 правил. Так, я вам прямо зачитаю, да?
что в соответствии с пунктом 9 исполнитель до заключения договора и в период его действия обязан предоставить заказчику информацию о себе и о оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивая возможность их выбора. То есть как раз прежде чем начать, мы готовим для родителей такие информационные брошюры. Вот. Мы готовим брошюры, которые они смотрят, изучают, и прежде чем записаться на кружок, они изучают, что дается. То есть там краткая информация идет о педагоге, который будет этот кружок предоставлять, возраст детей, на который рассчитан кружок. Кроме этого, там написано основные цели и задачи, да, и результат, что получат дети в конце. Поэтому эта вот информация очень важна, и ее необходимо обязательно разместить как на сайте, так и на стендах. Ну и вот в рекламных, может, если вы только начинаете, то обязательно рекламные буклеты, они должны быть, они играют свою роль начинающим в этом вопросе начиная деятельности. Так, следующий у нас момент, это, вот я уже сказала, что оформление образовательных отношений. Это у нас с родителями. Если это реализация дополнительной образовательной программы, да, то это у нас идет договор об оказании дополнительной образовательной услуги. И если это у нас развивающие занятия или какие-то разовые, показ спектаклей, может быть, показ мультфильмов, может быть, это показание, организация праздника, дня рождения, то это идет договор возмездного оказания услуг. Соответственно, он должен быть акт выполненных работ или в простой форме тоже. Требования к договорам, они есть, вы можете это найти в Гражданском кодексе, да, и вот как раз вот в нормативных документах. Для того, чтобы осуществлять контроль за организацией платных дополнительных услуг, вот, конечно, руководитель несет у нас за всю ответственность, мы это понимаем и знаем, поэтому да, мы несем, мы ее осуществляем, общий контроль, особенно по соответствию локальных актов законодательной базе, да, в этой области. Ну и, конечно, вот должно быть назначено ответственное должностное лицо приказом. Приказ по организации платных услуг, вот вы увидите там как раз этим приказом, что назначить ответственный такой-то и с ее определенными функциями по выполнению этого. Ну, мы всегда вопросы эти включаем в программу внутренней системы оценки качества дошкольного образования и в годовом плане. То есть эти вопросы у нас не стоят внимания. У нас проходит в начале года анкетирование родителей по востребованности кружков, а в конце года мы всегда проводим анкетирование по удовлетворенности оказываемыми услугами, теми услугами, которые мы оказываем. Поэтому вот такая статистика есть, и мы ее проводим каждый год. Поэтому мы проводим анализ охвата детей платными услугами. Вот я просто вам хочу сказать, что у нас достаточно хороший. В каждой группе, вот если брать, сколько у нас там, 16 групп, не менее 80% детей посещают платные услуги, кружки и различные другие виды услуг. Ну вот какие основные у нас локальные акты, какие основные положения должны быть в учреждении. Это положение о платных дополнительных услугах, это положение о привлечении и расходовании средств, полученных от оказания приносящей доход деятельности. Вот, ну, это, наверное, первое, какое должно быть положение. Вот. Положение о расходовании средств, полученных от оказания платных услуг. Положение о порядке установления надбавок за счет средств, полученных от оказания платных услуг. Выше я уже говорила о том, что мы оказываем такую услугу, как организация питания. Это у нас занимается служба по организации питания, заведующая производством. У нее точно такой же пакет документов. То есть у нее идет положение об организации питания иной образовательной организации, те же самые расходования средств, полученных от оказания тех, то есть идет разный учет полученных от оказания услуг в рамках Центра игровой поддержки, Центра детского досуга,
и от организации питания, потому что там идут расходы на продукты питания. Мы это все учитываем в разных, скажем так, в своих статистических данных. Поэтому вот эти положения должны быть на все. Вот. Ну и локальные акты, приказы издаются ежегодно в начале учебного года. Как я уже сказала, что мы заключаем все на учебный год. Каждый год у нас меняется и список кружков, дополняются новые, какие-то у нас уходят кружки, которые не востребованные были, может быть, посещаемость была низкая, нерентабельные. Например, в этом году мы отказались от индивидуальных занятий с учителем-логопедом, потому что у нас практически он был нерентабельным, этот кружок. Поэтому мы не кружок, а вот эти вот занятия, мы от него отказались. Приказ идет об организации платных услуг, об утверждении прейскуранта цены, об утверждении расчета планов финансово-хозяйственной деятельности, об утверждении списка детей и об утверждении положений, тех, которых я перечислила. Так, ну вот, наверное, все, что я хотела вам сказать. Уважаемые коллеги, какие-то у вас будут вопросы? Ну, в общем-то, да. Как раз. Да. Вопрос уже пришел. Мои контакты я вам сейчас высвечу на экране. Вы увидите, вы можете обращаться ко мне по электронной почте. Вот сайт детского сада, где всю информацию по оказанию платных услуг вы можете увидеть. Как я уже сказала, в разделе «Платные услуги». Они у нас актуальны на учебный год, поэтому все там есть, и можете задавать любые вопросы. Есть электронная почта. Вот. Есть у нас там раздел обращений граждан, где вы тоже можете задать этот вопрос, ну или можете прям писать мне лично вот, на эту электронную почту. Вопрос поступил такой. Ну, можно ли получить презентацию пошаговых действий, ваши слайды? Да, конечно, можно. Но вы сами понимаете, да, что ничего такого сложного нет в этом плане. Ну, я не знаю, напишите, кому конкретно надо. Я, может быть, и пошаговую инструкцию, там она простая, правда. Я ответила на этот вопрос. Да? Есть еще какие-то вопросы? Я как бы вот готова, Татьяна Валерьяновна сказала, я, конечно, понимаю, что живое общение всегда лучше, потому что к нам приходит много, мы проводим в рамках вот республиканской стажировочной площадки, мы проводим очень много с руководителями вот таких вот стажировок и по управлению, и по структуре управления, и по у нас такой целостная система управления, есть хорошие материалы. Ну, вот, по платным услугам я, в общем-то, готова вам такой семинар, может быть, провести, где вот эти документы мы можем разработать с вами вместе, посмотреть конкретно уже по вашим условиям, как это можно сделать и как это лучше сделать, проанализировать то, что есть у вас. Поэтому вот, пожалуйста, приглашайте. Ну что, если нет вопросов, или подождать еще? Ну, вопросов нет, да, уважаемые коллеги. Спасибо вам за внимание, спасибо, что пригласили, выслушали. Информация к размышлению есть, поэтому я желаю вам успехов в своей дальнейшей работе. И если какие-то вопросы будут, я готова с вами сотрудничать вот по электронной связи. Все, спасибо. До свидания.